Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. В чем ждет вас победа в ближайшее время? Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, в чем ждет меня победа в ближайшее время. И в ближайшее время вы также можете себе самостоятельно загадать. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Все вводят моими руками. Откроет мне тоже сейчас. Так. Так, мои хорошие, где же вы добьетесь победы? Во-первых, вы добьетесь победы в том, с чем сейчас бодаетесь, в чем разбираетесь. У кого-то это документы, у кого-то это какие-то проблемы, суды, разбирательства, чего-то получить, чего-то добиться. И вам это дело совсем не дается. Совсем не дается, и многие уже так думают, махну-ка я рукой, все равно ничего не будет. Вот трачу я кучу времени, нервов кучу трачу, там ресурсы кто-то тратит. Зачем это надо? Уже и так понятно, что мне не добиться. Вот не разрешат, не позволят, не выдадут, там не признают. И у вас будет какой-то прям момент, когда захочется опустить руки и сказать, да, иди все лесом. И именно в этот момент произойдет чудо. Здесь идет сообщение, не знаю, то ли звонок, то ли письмо, то ли какое-то извещение, может быть, там человек придет к вам, и вам скажут, вы знаете, произошла ошибка. Не надо было так там прям бороться, прилагать усилия. Мы там разобрались, и оказывается, что да, все очень просто было. Вы должны были прийти и получить желаемое. Но из-за какого-нибудь там недалекого человека, либо из-за какой-то там закравшейся где-то там в каком-то документе ошибки, вам пришлось тут бодаться, страдать и мучиться. То есть все как-то нереально просто решится. Вы будете в шоке, вы будете стоять, хлопать глазами, думать, а что вообще произошло? А что это вообще было? А какого я столько времени головой просто в стену билась, либо бился? Очень вам будет непонятно, но я вам объясню. С одной стороны, все правильно, да, вы правы были изначально, и это была ситуация ваша, и вам как-то сразу должны были все решить. Но почему возникла эта ошибка? А потому что вы проходили очень серьезный урок судьбы. А даже не урок, а как тренировка, да? Тяжело в учении, легко в бою. Вы проявили все свои сильные качества. Абсолютно все. Все, какими вы обладаете, вы все проявили, вы все попробовали. И самое главное, волю проявили. Чего раньше никогда не делали. Здесь прям какой-то был вопрос такой, не жизнь, а насмерть, да, так это звучало. И вы, использовав все свои возможности, доказали судьбе, да, высшим силам, что вы сильный человек, что вы пробивной человек, и что если перед вами поставить какую-то задачу, вы будете ее решать до последнего, до последнего вздоха будете решать. Здесь какой-то нереальный урок вы прошли. От этого победа ваша, она не будет сладкой, потому что будет обидно, да, обидно, что там время потратили, прочее. Но тем не менее, эта победа, она вам делает как цепочку дальнейших побед, либо дальнейших ваших достижений. Самый сложный момент здесь и сейчас, с которым вы сейчас справляетесь и боретесь. Дальше уже такого жесткого, либо жесткой ситуации уже не будет. Все, уже будет на изи. Вижу цель, не вижу препятствий, иду, беру, что хочу. Как-то так у вас будет отыгрываться. Это первое-наперво. Дальше, мои хорошие. Здесь для семьи что-то вы будете делать. Либо семья, либо близкие, родные, друзья. Кого вы считаете своей семьей? Кто вам как семья? Чего-то добьетесь для них. Либо поможете чем-то, либо благодаря вашему совету, либо какому-то вашему действию вся ваша семья, либо те люди, кого вы считаете семьей, будут в безопасности, и никакие там беды, проблемы им не будут грозить. То есть на себе вытащите
своих близких, вот прямо на своем горбу. И знаете, что интересно? Если до этого момента к вам в семье относились, ну так, 50 на 50, конечно, там и любили, и уважали, но не всегда это признавали, то после этой победы, когда вы для них добьетесь, для них сделаете, вы станете лидером, тем, кем вы были по факту на самом деле все эти годы. Лидером этого маленького общества. Друзья, семья, ну вот кому вы будете помогать. Признанным лидером, когда каждый вот прям с почтением, с уважением вот к вам так будет относиться, как вы заслужили. Никто не будет ставить под сомнение ни ваши слова, ни ваши мысли, ни ваши просьбы. Вот вообще не будет. Вы удивитесь, как это произойдет. Потому что, конечно, вот вы привыкли на себе всех тащить, причем периодически вас еще там подгоняли, да? А тут на тебе, да, наконец-таки осознали, наконец-таки дошло, что для них я старалась, да, для них я делала, тянула вот это все на себе. Уважение, очень сильное уважение вы им получите. Признание, уважение, ну, любовь она и была, как бы про любовь я не стану говорить. Так, дальше идем. Здесь у меня женщина спасает мужчину, просто спасает. Вот вытягивает, я не знаю, чуть ли не с того света не вытягивает. У кого-то отыграется, что этот мужчина вам, ну, кровный родственник. У кого-то отыграется, что любимый человек. Чем спасает? Ну, во-первых, она активная. Во-вторых, она не думает о себе, а думает об этом мужчине. Вот высшие силы видят всю эту ситуацию и говорят: Боже, ну вот что за человек? Это же не человек, это же ангел во плоти. Да даже ангелы так не могут, как вы, моя дорогая женщина, можете. Вылечила, выпросила, вымолила, откупила. Вот все, что могла, все сделала, жизнь свою положила. Да? Вот прям только его там спасите, вылечите, пусть выживет, да? Меня забирайте. Вот вплоть до того дойдет. И вы знаете, вырвете вы таки этого человека из опасности, либо из болезни, либо из какой-то дурной ситуации. Ваша любовь это сделает. Вы это не победа. Даже я не имею права сказать, что это победа. Это не победа, это чудо. Чудо, которое вы сотворите своими собственными руками. Вы чародейка. Вот поверьте, вот так вас и будут называть. По крайней мере, для вот этого человека и для тех, кто вас знает, кто знает эту историю, да, как там что происходило, развивалось, вы действительно будете волшебницей. Волшебницей, которая творит чудеса. Мало того, вот эта ситуация, она повлечет за собой еще продолжение в виде того, что к вам будут приходить люди. Люди будут знать о вас, люди будут говорить о вас. И к вам будут приходить за знаниями, чтобы вы научили, чтобы вы подсказали, чтобы вы поделились тем опытом, какой вы пережили. Конечно же, передать силу своей любви, научить этой любви не получится. Но тем не менее, я вижу, что вы очень эффективно будете помогать людям. Вот посмотрите на человека, сразу будете видеть, что этому человеку нужно. Какие слова нужно сказать этому человеку, чтобы его поддержать, замотивировать, помочь, подсказать. Здесь у вас вот прям общество появляется людей вот таких просителей, которые идут к вам, просят, спрашивают, советуются, смотрят на вас как на гуру, как на учителя. Это победа? Конечно же, это победа. Это победа над судьбой, над обстоятельствами, над своими страхами. Это какая-то мега победа. Еще раз говорю, похоже на чудо. Вот это получится. Дальше, мои хорошие, где победить? Здесь у меня два человечка, очень невероятно сложных человечков. Посмотрите, как они сидят. Во-первых, есть весы. Вот, видите, весы. Вот женщина в виде полумесяца, а вот мужчина в виде такой закорлюченки. Женщина, видите, перевешивает. Женщина сильная, женщина умная, мудрая, стабильная, сильная. А мужчина, ну он такой, знаете, ну легкий там. Что случилось, лучше там отсижусь, лучше там как-нибудь оно само там пройдет где-нибудь, да, вот как страус. Хочется сказать страус. Вот опасность, сразу голову в песок засунул, ну типа ладно, подожду. Авось там попу мою пронесет. Мимо обойдет, да. Вот такая у него позиция.
Он с этой женщиной спорит. Спорит не потому, что женщина не права, а потому, что ему обидно. Ему обидно, что женщина умная, что женщина классная, что женщина больше видит, больше понимает, больше слышит. Вообще спектральное такое у нее зрение. У него узкое, вот в одну точку. Вот смотрит и все, больше ничего не видит. А у женщины спектральное зрение. Она видит все и сразу. Мало того, она еще всю эту информацию анализирует. И у нее уже прям как у компьютера, да, идут решения, да, что надо сделать. Как анализ такой глубокий проводит. Сумасшедшая, кстати, аналитика здесь. Вам бы любой, я не знаю, там, финансовый брокер бы позавидовал, да, вот насколько вы можете просчитать, либо там принять, понять, прикинуть, да, вот такие какие-то моменты. Вам бы, кстати, девушки, в шахматы играть. Ай, добились бы больших результатов. Вы правы во всем. Но вот что портит эти отношения, это то, что мужчина не принимает. Мужчина вот в позу встал, что нет, я же мужик, ну как я буду с тобой соглашаться? Ты что? Это же позор. Я ж не баба, не, я мужик, у меня там яйца стальные, не, я соглашаться не могу. И из-за этого у этой пары постоянно какие-то вилы, постоянно какие-то проблемы, одни и те же грабли. Могут быть с финансами трудности, могут быть, да вообще, в принципе, да, сложность на сложности. У вас как все отношения из таких маленьких песчинок проблем выстроены. Живете вы в песчаном домике, который в любой момент просто может рассыпаться и осыпаться. И он у вас периодически рассыпается. Вы, конечно же, там приходите, подстраиваете, но все равно идут трещины, и все равно сколы, и это все периодически вот рушится. Вот. Почему рушится? Почему мужчина такой противный? Он не понимает, что ему Боженька дал награду, женщину умную, красивую, классную. Не, он это не понимает. И я, знаете, что вижу, ваша победа какой будет? Это то, что вы наконец-таки его перебодаете. Вот да, в таком смысле слова. Будете бодаться, пока, вот, знаете, в лоб его не ударите, и вот он поймет, дойдет. Вот у него там в голове все на место встанет, вот немножечко там какой-то хаос, да, от этого удара все на место встанет, и он поймет. Он так удивится, обалдеет, да, вот дойдет, боже, как же она права, какой же я дурак. Вот сколько лет мы с ней мучаемся, вернее, это не так мучаем, я ее столько лет своей глупостью, тупостью мучаю, а ведь все так было просто. Вот если бы я ее слушался, вот если бы я делал, как она говорит, советует, хотя бы да, хоть какие-то советы там принимал, боже, да я бы уже там был каким-нибудь там генеральным директором какой-нибудь там мегакорпорации, да, международной. Да, идет. Девочки, не зря вы его столько лет воспитывали, не зря столько вы там слез пролили, там пободались сколько, да, поругались, не зря. Вы победите. Во-первых, это и по судьбе, а во-вторых, ну, а как по-другому? Против правды не попрешь. Да, от правды можно отказываться, там, убегать, прятаться, но до определенного момента. Вот здесь такой момент и произойдет. Девчонки, победа за вами. И знаете, что будет дальше? У вас такие отношения начнутся, когда он к вам будет подходить и советоваться, я не знаю, по любому поводу, что мне скушать, что мне там одеть, подеть, там, не знаю, пойти куда, сказать что. И когда он начнет вас слушать, вы из него человека сделаете. Не просто человека, а человека достойного, человека, который начнет добиваться, ставить перед собой цели и их добиваться. У вас, знаете, как идет? Вот благодаря вашей науке, благодаря вашим подсказкам, ваш мужчина, ну вот видите, он, несмотря на что он такой вот загогулинка у нас, да, видите, у него такой огромный красивый цветочек вырастает. То есть это успех. Мужчина добьется большого успеха, я бы даже сказала грандиозного, благодаря вашим подсказкам. Здесь не просто победа, здесь победа, я не знаю, там в кубе, либо в квадрате. Вообще лучше сказать в n степени. Потому что вот именно благодаря вам, что вы его не бросили, что вы все равно продолжали его воспитывать, что вы его убеждали, да, убеждали хотя бы хоть как-то там к вам прислушиваться. Вы из него большого человека сделаете. У него в жизни будет большой успех. И это все не его успех по факту, а ваш. И он это будет понимать, и вы это будете понимать. Ну, вы девушка не гордая, вы не станете себя там грудью бить и говорить, ох, это ж я. Нет. Вы в этом плане очень порядочный человек. Но знайте, медалька ваша, медалька. И первая, вторая, третья.
Вы потом поймете, о чем я говорю, почему я вам про 3 медальки сказала. Все это ваше, все будет замечательно. Вытащите, справитесь, ничего. Все это было не зря, вот поверьте. И сколько бы вам лет сейчас не было, миллионером можно стать в любом возрасте. Вот в любом. Там нет ограничений. Да? Нигде не написано, что если тебе там 60, то все. Все, никогда ты не станешь богатым. Нет, нет, девчонки. Вот вспомните вы мои слова. Вспомните. Вот так оно и будет. 3 медальки. Запомните. Так, еще в чем победа? Ну, тут у нас, не знаю, конкуренты какие-то, злопыхатели, зловредители. Такие вот люди дырявые. Вот дырявые и все. Гнилое и дырявое. Он такой человек. Он, кстати, не один. Тут, по крайней мере, 2 я вижу. Один у нас уже как-то так отдалился, и еще 2 осталось. Это те, кто вам мешает. Это те, кто вам противостоит. Это те, кто делает вашу жизнь. Хотела сказать плохо, ну ладно, сдержусь, не буду. Я обещала, что не буду говорить плохие слова. Буду стараться держаться в рамках приличия. Просто когда такое видишь, ну, это же просто невозможно. Так, люди эти пакостные, люди эти жизнь свою вот прям положили на кон, чтобы вам жизнь испортить. Вот не умеют они жить, не умеют они жизни радоваться. Все, что они могут, это делать гадость, это делать пакость, это как не быть счастливыми и другим не позволяют быть счастливыми. Здесь абсолютно какие-то асоциальные личности. Абсолютно. Тут даже зацепиться не за что. Ну, смотрите, вот 2 фигурки и 2 дырявые. То есть там, ну, в принципе, да, что там хорошее попадает, но сразу же и в эти дырки вываливается. Значит, что произойдет? Один человек отдалился, тут высшие силы его, скажем так, ушли под зад ногой, там, выкинули из вашей жизни. Это нормально, там заслужил не только за вас, там еще за других людей заслужил. Один человек у нас просто вот как с ума, что ли, сойдет, да, если как правильно сказать, вот от этой своей злобы, от этого своего бесячего нутра, от того, что вам ничего причинить плохого не может. Вот прям сам себя вот этой злобой и отравит. Вот настолько это токсичный человек, что сам своей токсичностью и отравится. То есть тут какое-то либо помешательство у человека будет, то ли алкоголизм, то ли даже, может быть, и наркомания. Что-то вот прям с ума сойдет, да, вот вообще потеряет весь человеческий, закончится прямо на ваших глазах. Вот прям посмотрите, скажете, боже, какое же жалкое зрелище. Это все от того, что человек не справился со своими эмоциями, что выбрал черный путь, что выбрал не путь побед, да, достижений побед, а выбрал путь зависти. А зависть, она разрушает. Разрушает, причем прям подчистую. Вот одна труха, вот пепел один остается. Он сгорит в этой пламени зависти. Ну, ничего с вами не сможет сделать. Вот так от зависти и погибнет. А вот второй человек, он искупится перед вами. Причем, знаете, вот отыграется, что это, ну, женщина, да, вот если вы женщина, если вы мужчина. Человек, который всегда с вами соперничал за кого-то, либо за что-то, за место, за, например, там, любовь, за возможность. Вот чем больше этот человек вам вредит, тем больше ему обратка идет. И, возможно, это человек верующий. И человек в последнее время начал думать, а что происходит? Вот я гадость ей либо ему сделаю, а у меня потом раз и неприятность большая. Вот не делаю ничего плохого, не думаю ничего плохого, у меня все замечательно. Вот только подумаю, что-то прилетело на голову. У этого человека, у него путь веры идет. Либо уже человек верующий, либо станет верующим. И придет тот день и час, когда этот человек придет к вам с поклонной головой, попросит у вас прощения. Очень разговор такой прям серьезный у вас состоится. И я вижу, что вы с этим человеком примиритесь. Я не знаю, можно ли назвать это победой, но, наверное, таки да. Да, вот если человек меняется, если человек становится на путь исправления, если человек признается и кается в содеянном, и знаете, вы не любите этого человека, тут даже, вы знаете, о ком я говорю, вы не любите этого человека и говорите, больше, и видите, глаза бы не видели тебя, но вы найдете в себе силы простить этого человека, потому что будете видеть, как искренне этот человек перед вами раскаивается. Вы простите, и это тоже будет победа.
Победа уже, знаете, как ваша над самим же собой, да, над своей черной там половинкой, над своим внутренним дьяволом. То есть забудете вы все эти обиды. Я не могу сказать, что вы прям друзьями станете, но, по крайней мере, между вами будет прекрасное человеческое обращение, отношения, какие-то разговоры. Вот. Так что вот такая еще интересная победа вас ждет. Так, еще. Это отыграется не у всех, хочу сразу предупредить, это частично идет. Это для людей, которые смогут поменять свою жизнь. Как они ее поменяют? Жизнь сложная, но вы с ней миритесь. Да? То есть я не могу сказать, что живете вы там как-то классно, шоколадно. Нет, много проблем, но вы справляетесь. Справляетесь, в принципе, на жизнь как бы, да, жалуетесь, но не так, что прям на постоянной основе. Вот у вас идет какое-то перемещение. У кого-то это будет переезд в другую страну, в другой город, там, не знаю, на новое место жительства. На новом месте жительства обязательно будут вопросы и проблемы. Но вы победите. Победите в чем? В том, что вы сумеете принять вот те реалии, в которых вы окажетесь. И через вот это принятие у вас идет победа. На новом месте вы построите все заново. И не так, как у вас там было где-то там на сопельках, на каких-нибудь там скотчиках держали стенки вашего дома. Нет, там у вас будет новая добротная жизнь. Классная, стабильная. Прям, знаете, вот прям пышет таким вот благополучием. Вот к этому вы дойдете. А идете вы через принятие. Принятие того, где вы оказались, с кем вы оказались. Вам придется очень много всего переделать и переучиться. Может быть, кому-то там язык новый выучить. Там действительно тяжело работать для того, чтобы создать то, что было потеряно. Это будет ваша персональная победа, победа вашей жизни. И эту победу вы передадите дальше. Вы передадите своим детям. Это уже как наследие пойдет. Вот за эту победу вас будут благодарить. Ваши близкие, ваши родные вас будут благодарить, помнить очень много поколений. То есть вот такую лепту вы внесете в свой род несгибаемого человека, сильного, мощного. Ну, на мой взгляд, эта победа самая вот прям замечательная, которую я здесь вижу. Конечно, каждую возьми, вот если разобрать, да, это классно. Но вот это особенно, это то, что вы передаете, это то, что останется в веках. Вот этим вас будут помнить. Какой вы классный человек, как вы вот пережили, справились, одолели, сумели. Вы как новый фундамент вашего рода закладываете. Это замечательно. Мои хорошие, ну на этой ноте хочу закончить. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.